вот мы сегодня попали на такую статью ООН, 106-я, 107-я. Оттуда она переходит на 43-ю, если не ошибаюсь, где гласит, что Россия имеет право напасть на и уничтожить страны, которые входили в ось зла, скажем, гитлеровскую Германию поддерживали. Там указан пункт за возрождение нацизма. Сегодня возрождают. Там и Болгария, и Румыния, и Польша. Поэтому я думаю... Так ты тогда до Франции дойдешь. Франция, я скажу так, знаешь, как бы дошел бы, но вот французы, если честно сказать, мои бойцы смело ходят в наших шевронах по Франции. Поэтому вот отношение Франции, ну, она чуть-чуть тут как-то особнячком держится во всей этой движухе. Поэтому... Францию оставишь. Не, я это все верховное решение. Я про Украину имею в виду. Вот как ты считаешь? Я думаю, что Украина вся должна войти в состав России. До Львова. Вся. Ни одного сантиметра мы не имеем права. Не мы эти территории осваивали, завоевывали, чтобы сегодня нами ими распоряжаться. От того, что поколение наших отцов ее профукали и дали возможность 30 лет создавать альтернативную историю. Ты представь, 30 лет, если человек в 18 идет в армию, сколько поколений, которые не считали Россию своей. Вот 18 и возьми каждый год, добавляй. Это же те люди, которые сегодня держат в руках автоматы. И обвинять их, что они держат против нас автоматы, мы не можем. Мы позволили, мы расслабились. Да, вот тяжелые времена были в России, поэтому так позволили. Но другой момент. Земля. Наши деды, прадеды, все они эту землю осваивали, завоевывали. То почему мы сегодня имеем право какие-то торги вести и рассуждать, что Львов нам не нужен, то нам не надо, это пусть Польша заберет. Да, Польша тоже домой, а не заберет. Поэтому мы так рассуждать не должны. Мы должны рассуждать об одном, что это есть наше. Если есть сопротивление, альтернатива или еще что-то, то имеем право еще откусить. Почему сегодня Польша помогает, те помогают, почему мы не имеем права? Вот мы дошли, мы забрали свое. А где, например, пощечина тем, кто против нас был? Нужна? Нужно обязательно, чтобы неповадно было. И